Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: что у него к вам на самом деле. Видео актуально только для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Также посмотрим портрет загаданного вами мужчины. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Небольшое объявление. Сейчас длинные видеорасклады из нашего канала Ведаскара, из YouTube, параллельно загружаются в Telegram-канал. Подписка на Telegram-канал стоит 333 рубля в месяц. Можете или только на месяц подписаться, или выбрать удобный для себя тариф. Ссылка на Telegram-канал находится под видео или на экране перед вами QR-код, который вас сразу же перенесет на Telegram-канал. Спасибо. Итак, продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, кто вы. Вы сейчас находитесь, возможно, или в ожидании, или вот еще хочется сказать в ментале, в своем мире. В уединении находитесь. Сейчас думайте о чем-то, переживайте, может, даже, или ждете чего-то. Нет, вы никого не подпускаете к себе, все же находитесь, возможно, даже в изоляции. Здесь может быть самоизоляция, когда сама от всех закрылась. Очень недоверчивая. И здесь обида есть на кого-то. Из-за этого вы никого не подпускаете, никому не верите. Также, возможно, какая-то ситуация произошла, которая вас чему-то научила, или вы вот понимаете, что из этого нужно взять опыт, чтобы больше так не делать, или чтобы больше не натыкаться на такие ситуации. Вот нужно, да, предельно быть или осторожной, или иметь в виду о чем-то. Ну, точно, здесь уже для себя что-то поняли. Вообще человек вы такой, да, вы являетесь, может быть, и обидчивой. В то же время и люди тоже здесь могут обижаться из-за какой-то вашей резкости. По характеру женщина такая, которая прямо в лоб заявляет, не боится, но в то же время людям это не нравится. Или же считает, что вы обижаете, да, например, но на самом деле так не является, просто вы заявляете то, что вы думаете. Человек, возможно, вы резкий можете быть, или долго терпеть вы не будете. Резко отрубите и уйдете. Также человек интеллектуально подкованный, женщина, постоянно в обучениях, может быть, сейчас что-то изучаете, практикуете тоже здесь, может быть. И я бы сказала, что-то такое есть, что момент является моментом упущенности. Упустили вы что-то, но вы понимаете, что вам это не нужно, хотя на самом деле что-то нужно. Может, даже что-то выбросили. Вот давайте на этом примере. Что-то вы выбросили, понимаете, что вам не нужно, а это вам потом пригодится. Вы ушли от предательства в первую очередь. Вы человек, который уже не прощает. Уже не простите. Уже не прощаю. Или не прощу больше. А назад возвращаться не хотите. Гордая. Вы гордая женщина. Не в том плане гордая. Вы, раз уж ушли, то возвращаться не будете. И прощать тоже не будете. И возвращаться. Именно если касается отношений. Здесь какая-то боль осталась. И знаете, такие не очень хорошие воспоминания о прошлом. Вам даже кажется, что сейчас намного лучше, нежели было раньше. Знаете, тут человек, который постоянно молится. Иконы могут дома стоять у вас. Вы не только можете иконы иметь. Рядом с иконами, например, и Будда стоит. Ну, например, да, или какие-то другие знаки. Ритуальные, может быть, знаки. Руны могут быть тоже.
камни могут быть. То есть у вас тут все вперемешку. Но это одно другому не мешает. Здесь момент все же есть веры. Верите вы. И, возможно, да, есть момент даже защиты у кого-то. Защищаетесь. Но сейчас ваше состояние ни туда и ни сюда. Не сдвигается с места. Ни вперед, ни назад. Здесь наступила какая-то ситуация, которая вас подвесила. Это именно может обман быть. Или безвыходная ситуация. Но выход будет по повешенному. Вы из-за этого себя, как сказать, бьете или убиваетесь поэтому. Очень много переживаете. Вы знаете, здесь момент, что когда вы держите какие-то негативные мысли, на ваше здоровье влияет это. Вот на сегодняшний день, да, может где-то что-то покалывать, а это именно из-за головы, нервы, мысли. Вообще женщина здесь такая, которая умеет дарить тепло, умеет дарить ласку, любовь, приятное. Я бы сказала, здесь женщина добропорядочная. Есть вот эта вот женская гордость, честь. Но, вы знаете, вы слишком на кого-то надеялись или складывали надежды на кого-то. Но надежды разрушились. Или же, да, вот человек показал себя с другой стороны, момент обмана. А тем самым этот человек пришел и не зря, да, в вашу жизнь. Тут и Иерофант еще выходит, и королева. Закалили вас, подковали вас на будущее, чтобы вы были сильные. Но в то же время не доверяли всем, кому не попадя. Вы мягкий, в принципе, человек, но вот ваша вот эта вот жесткость не мешала бы. То есть вам не мешало бы быть пожестче, потверже, или вот даже, да, уметь научиться говорить «нет», или «мне неудобно в этом». Извините, но мне в этом неудобно, мне это не нравится. Не на все соглашаться. Но очень доброе сердце. А сверху это сердце, вы знаете, прикрыто шипами. Шипами. Ваши вот прям показывают, все, уже никому не верю. Но здесь прям вот так уходить в это всем не верю тоже небезопасно и нельзя. Здесь вы стремитесь к преодолению даже, знаете, каких-то барьеров, каких-то даже недостижимых или сложных, в плане проработки себя. Скорее всего, даже вот та ситуация, которая произошла, здесь вот нервы по мужчинам, да, вот такое вот идет по любви, по мужчинам, по их отношению к вам. И вы очень много об этом думаете, и тем самым у вас дела не идут. Вы вся в этом подвешены, можете быть, в каких-то мыслях именно о мужчине, что неправильно как-то поступил, или человек непорядочный, или еще что-то. Но здесь пришло, возможно, даже такое решение у вас, что пора бы заняться эгоистично, думать о себе, никаких любовь подарю кому-то, поделюсь с кем-то чувствами, да, именно своей теплотой. Нет, уже нет. Я буду расти. Здесь и выходит император, да, то есть вы мужские уже энергии. И здесь дальше, я бы сказала, жестче. Потому что здесь момент еще стратегии, может быть, плана какого-то у вас на будущее. Но вы пока думаете. Вы пока и там думаете одной ногой в чувствах, а другой ногой именно находитесь в своем, что мне надо что-то делать, что-то предпринимать или брать себя в руки, но отвлекаясь чем-то, да, например, каким-то, может быть, делом, деятельностью или даже работой, пусть даже поездками, да чем угодно, просто себя отвлечь, вынуть из чего-то, из каких-то чувств, переживаний об этих чувствах. Здесь вам кто-то очень сильно подшатал нервишки. Но здесь это, представьте то, что... Даже не представьте, оно так и есть по Иерофанту.
что если бы вы не прошли этот урок, да, то... А вы прошли этот урок. Вас сюда звало этот урок. Чтобы вы стали вот такой-то там. Скорее даже жестче. Да, более такой, не идущий всем подряд на компромиссы. Умеющий принимать решения. Жестко так все взвешивать. Вот к этому вас вели. Потому что это же будет связано потом с вашим будущим. Причем все делается к наилучшему. Как вам сейчас может казаться, что все плохо, но поверьте, подумайте. Просто, вот знаете, когда предсказывают что-то, оно не предсказывается прям в точности, да, вот что вы съедите сейчас сахар. Да, вам говорят это летучими словами. Всегда любые предсказания, они приходят летучими фразами, что ты идешь к чему-то сладкому. Да, вам раз и принесли мешок сахара. То есть, понимаете, вот тут именно вы, не обижаясь, должны на этого человека отпустить его. И даже, я бы сказала, еще лучше простите. Когда вы простите, у вас будет еще больше в жизни. Вы сами увидите, сами потом поверите. Может быть, сейчас, если не верите, то потом поверите. Сейчас вы можете вообще ничему не верить, мечевая дама. Но потом будет именно то, о чем вы желаете. Потому что вы уже здесь прошли урок. На самом деле, вывели для себя эти выводы из тех отношений. Да, хуже, когда люди начинают на бывших, например, да, сидеть и вот чуть ли не отравлять им. Сейчас я ему отомщу, отравлю ему жизнь, а потом понимают, что у них ничего не складывается в жизни, не лепится. Какая-то ситуация приносит еще больше проблем. Любая, да. Почему это все? За что мне это? Да потому что человек не отпустил еще то. Он пытается отомстить, вернуться, отомстить, да, или пойти поколдовать, еще что-то поделать. Но потом каким-то образом все опять возвращается к этому человеку. Да, и тому достается, и этому, кто ходил, да, отомстить решил. Вот вы же вообще просто отрезали, и это хорошо. Но вам нельзя таить обиду. Иначе эта обида вернется вам в несколько раз больше, понимаете? Именно в негативном ключе. Не говоря уже о том, что если вы пойдете мстить по бабкам, например, да, по колдуньям и так далее, наводите, например, и черные магии и прочее, вам это не нужна грязь. Вы поймите, хотите для себя открыть в будущее двери, прошлое оно пусть в себе как хочет ворочается, вы от этого ушли. Хотите открыть себе будущее двери, просто отпустите, простите. Как бы вам тошно от этого слова не было простить, мне его, козла такого, простите. Вы это делаете для себя, прощение. Простив его, вы открываете себе двери в будущее, понимаете? Я благодарна, я согласна, у меня все есть. Можете эту фразу, эти 3 веты проговорить. И идти дальше. Но самое главное, не думать об этом, не думать о прошлом. Здесь показывает, что у вас идет усиление. Усиление вашей силы, мощи какой-то, может даже власти. Власти, самоконтроля по императору. Здесь, кстати, женщина, которая все распланирует по полочкам. Но здесь такие мужские идут энергии, но тоже неплохо. Почему нет? Здесь вам... Как раз таки вот такая твердость нужна вашего характера, потому что показывает, что характер мягкий, податливый, на все согласный. Или, да, например, подсунули вам кривую какую-нибудь юбку, а вы, знаете, нет бы пойти вернуть, например, вы скажете, да ладно, вот, знаете, вот как бы сделали, причем целенаправленно вам сделали плохо, но вы, например, не пойдете вернуть. Тут не говорится о том, что ругаться, да, а просто вы вот как-то... И так и в жизни, может быть, тоже, дабы вы на что-то согласились, поддакивали головой, понимаете, а человеку это выгодно, а человек имеет корысть. Но вы можете поставить уже «нет», сказать «нет, мне это неудобно, извините, да, мне это неудобно, мне это не нравится», или не тот фасон, или еще что-то. Но дело не идет о месте, дело идет о своей вот этой вот... точки зрения и в то же время сохранения целостности своей в совокупности. Месть – это другое, когда вы пойдете и мстить начнете той женщине, которая вам подсунула кривую юбку.
Здесь открытие каких-то тайных сил, невидимых сил в вас. Интуиция здесь очень хорошо работает у вас. И, кстати, я уже поняла, к чему ведут вас. Я думаю, вы тоже, может быть, кто-то понимает. Здесь и тарологи могут смотреть, да, вас ведут к открытию новых каких-то потенциалов именно в вашей сфере. Скорее, это может касаться каких-то практик. Да, какие-то практики начнут работать, и вы поймете, что вы в этом имеете какую-то силу. А у вас есть дар определенный какой-то. Но здесь, смотрите, еще показывают вас в роли женщины, которая... Здесь могут быть реально тарологи, психологи тоже, видящие, ясновидящие. Скорее, вы даже можете это превратить в хобби, а хобби потом в работу. И люди сразу же после этого от вас какие-то отвернутся, скажут, что ты не делом занимаешься, а чем-то черным. Хотя не обязательно в этом заниматься чем-то черным. Но, знаете, у кого-то есть на самом деле миссия нести черный свет, да, черную магию. У кого-то есть миссия белую свет нести. У кого-то есть 50/50, да, и там, и там. Это сильные эгрегоры, это сильная масса. Они могут заниматься и черной магией, и белой магией, лечительством и так далее. В то же время они могут и наказывать. Есть такие мастера. Вот здесь, скорее всего, у вас идет что-то более светлое. Тут, кстати, семейность. Это касается, может быть, даже вот решения каких-то семейных вопросов. Здесь могут быть и психологи тоже. Но я не говорю, что есть черные и белые психологи. Просто это зависит от человека. Но все же здесь может тоже такое информация проходить, что если это касается каких-то ваших практик, может быть, знания по Таро и так далее, или же Таро это одно, да, но вот когда занимаешься чем-то ритуалами и так далее, то здесь именно идет белое, светлое. Вам, потому что у вас твердые энергии, вам не стоит заниматься черным. У кого твердые энергии, у них наоборот это может, знаете, потом же им возвращаться, да, им тяжело чиститься или даже и невозможно чиститься. Смотрите, здесь идет еще информация о вас конкретно. Те люди, которые уйдут из вашей жизни, скорее всего, да, вы о них кое-что узнаете. Причем, знаете, на самом конце, на самом таком еще моменте, вот как говорится, человек что-то украл, а у него это выпало прямо на глазах. Понимаете, вот такой будет пиковый момент. Эти люди уйдут из вашей жизни. Плюс еще уйдут те, кто будет с вами не согласен с вашим каким-то решением, принятие решения, например, что я буду таролог или я буду астролог. Ну, с чем-то не согласны, с вашей деятельностью. Так, если проигрывает портрет, давайте смотреть дальше. Что у него к вам на самом деле? Кто он такой? Кто он? Загаданный. О, извращенец, хочется слово сказать. И, знаете, тут такой таинственный извращенец, который на показ не показывает своих желаний. Даже скрывает. В чем-то даже стыдится и отдаляется. Или отдаляет свои вот эти мысли пошлые. Пошляк, может быть, шутки такие тоже быть пошлые. Или, да, все к этому сводится. Он все видит в пошлом свете, везде видит пошлоту. Лживый, обидчивый. Постоянно обижульки, губки-дуйки, вот эти вот. Чуть что не так. Разбалованный мальчик. Разбалованный мальчик. Любит наряжаться, красоваться или выглядеть в глазах женщин, да, таким обольстителем, таким вот, чтобы все на него смотрели или им восхищались, какой он умный, какой он красивый или еще что-то. Любит притягивать к себе восхищение. Не так, так иначе. Знаете, у него куча способов, как притянуть к себе. В то же время человек любит красивых женщин, вкусную еду.
Может быть, даже какие-то вечеринки, пати, меломаны, может быть. Но он такой заядлый в чем-то, да, вот он, например, вот есть люди-коллекционеры, они в этом заядлые коллекционеры, они собирают что-то аж с горящими глазами, когда видят тот предмет, который они хотят иметь у себя в коллекции. Вот у него также глаза на что-то горят. Есть, может быть, азарт какой-то в нем. Тоже вот это вот сбирательство, да, или коллекционирование, так это по-русски, собирать что-то. Или когда видит что-то, что ему нравится, он в этом очень тщательно разбирается, копошится, и об этом и день и ночь думает. Или вещь какая-то понравилась в магазине, он будет день и ночь о ней думать. Кто он такой? Я вам скажу, он и мужчина, и женщина в одном лице. Он человек, в принципе, есть у него какая-то цель, есть у него какой-то уклад. В голове уже такой с детства разработанный, как ему представляется семья, какая должна быть жена. И здесь больше о ее деятельности. Да? Здесь что женщина должна слушать мужа, потому что часто в его жизни почему-то здесь женщины, которые или уходят, или непослушные, и после этого он их называет, да, плохими словами, которые не слушают его, вот как он хочет. В то же время это такой еще подкупщик женщин, заплатить деньги, и она, да, не будет скандалить, например, или она на что-то согласится. Также считают, что деньги – двигатель всего в этом мире, всех можно купить, может дать взятку или еще что-то такое. Человек такой стремится и вкусно поесть, и, да, около себя окружить себя красивыми женщинами, и иметь много денег любой ценой и даже хитростью, и даже хождениями по головам. И знаете, когда у него что-то не получается, он очень сильно обижается, не разговаривает, уходит в апатию, депрессию, причем может быть даже затяжную. Старается свои какие-то обиды скрывать или, как сказать, никому не рассказывать. Да, или не рассказывать о своих каких-то недостижениях, чего он не достиг, да, в чем он проиграл. Ему стыдно. Вот в этом стыдно. А вот, например, да, ему проще такой тип. В чем-то есть стыд, а в чем-то его нет. И вот в чем его нет, скорее бы люди были ошарашены, в шоке, а он нет. У него стыд может быть, вот чисто вот тут такой эгоизм попахивает, и человек эгоист скорее. Вот он проиграл в чем-то или где-то промазал, он скроет, да, что у него должно быть все идеально. Все по полочкам, все, везде он победитель должен быть. А где проиграл, так человек об этом никогда не скажет. Что я не умею это, он все умеет. Но он чего не умеет, а хочет, он начинает злиться, психовать или говорить, мне это неинтересно. В общем-то, так еще может идти именно скрытие. Комплексы есть. Хочет куда-то уехать далеко, в теплые страны или жить, да, вот как король, чтобы ему предоставляли горячий обед, завтрак, ужин там в постель, вот, да, и деньги сыпались с неба. Но человек, в принципе, стратег в какой-то степени, он что-то обдумывает, как можно сделать так, чтобы это получить что-то материальное или большие деньги. Что-то он пробует, пытается. Он считает, что семья строится на деньгах, что мужчина и женщина должны вкладываться оба два. Зарабатывать, приносить в одну кубышку.
Вы знаете, с ним тяжело строить одну кубышку. Это такая зараза. Вы будете вкладываться, он будет вкладываться, а он будет в тайности вытаскивать деньги, например, и тратить, как говорится, на сладости, например, да. А вы спросите, а где деньги? А вот он скажет, что он, да, использовал их на что-то нужное, это необходимо и так далее. Но никогда не признается, что он истратил их на сладости, например. Вот как-то хитрый человек. Не любит оправдываться перед кем-то. Его это приводит в тупик. На данный момент по чувствам у него не очень хорошо. Здесь чувствует, что крах, что кто-то его разлюбил или ненавидит, да, или каким-то отношениям пришел конец. Тут все разрушено. В то же время человек стремится и надеется на новые чувства, на возможность получения новых чувств. Но он, знаете, в чем разбирается? Копошится в своей голове, потому что считает себя каким-то безрезультатным лузером, по-честному перед собой, да, что не получается у него что-то сделать. Я бы сказала, человек такой непостоянный, ни нашим, ни вашим. Или вот, знаете, если будет касаться нападения на девушку его, да, он быстренько спрячется в кусты. Или как страус, да, песок, голову в песок. Ну, такой себе. Хотя, вот, знаете, очень горячий тип. Горячий и хитрожопый. Так, что у него к вам на самом деле? Но он не глупый, да, тут по интеллекту он не дурачок. Далеко не дурак. Или, может быть, да, кто-то удивляется, что он имеет такую профессию еще. Вот такой-то человек. Или же может иметь на самом деле высокий статус или, да, стабильное какое-то положение. Человек при работе работает. Что у него к вам на самом деле? Здесь что-то именно финансовое, связующее. Человек может думать, что вы женщина в ресурсе, но он вас видит в мужских позициях, да, что вы такая мужиковатая. Или сейчас, да, у вас какое-то решение есть, такое твердое относительно его. И причем человек боится, что вы его, как говорится, под жопу и вперед, чемоданы за дверями. Вот куда-то туда пошлете. Знаете, я бы сказала, он устал по отношению к вам. Он устал, сложил руки. У него нету на это ни времени, ни сил. Но в вас видит перспективу и статус. Статус имеется в виду, что благодаря вам он может кем-то стать. Или что вы такая женщина, которая додает тот самый ресурс, ту самую энергию, что ты можешь кем-то стать. Более влиятельным. Или получить какие-то блага и ресурсы на планете Земля. Хитрит он с вами. Хитрит. Он скрывает какие-то свои комплексы по хитрости. Чего-то он как мужик не дотягивает или имитирует. Да, человек очень умело умеет, кстати, притворяться, что все классно, а на самом деле выйдет и думает, блин, какое же все дерьмо, да, или как все плохо, или лицемер. Тяжелый. Вот кто тяжелый, так это он. А он говорит, что вы тяжелая. Отлично. Эгоист. Вот когда ему плохо, все должны навзрыд, да, на всей скорости бежать и помогать ему, понимаете? Нести этот платочек, дабы утереть ему слезки. А когда кому-то плохо, вы знаете, он даже может и не заметить. Или типа не заметить. Здесь очень много тайн по поводу вас. И в то же время человек может думать о вас, что вы какая-то ведьма, провидица, или вы ходите куда-то что-то с ним делать, гадать или магичить.
Потому что в его жизни что-то, когда он с вами, что-то происходит странное. И он чувствует, что вы как-то влияете. Колдуете, может быть. Хотя дорога к вам есть. Я вам говорю, здесь карта указывает на то, что он не видит особо каких-то перспектив на дальнейшее будущее. Он думает на самом деле, что вы ему когда-то соберете чемоданы и выпустите. Goodbye. Когда он вам не нужен будет. Почему-то здесь такой момент, что вы можете манипулировать или использовать его ради чего-то. Ради чувств, возможно, или ради финансов. Вы получите что-то, а потом его копнете, как говорится, под жопу. Он хочет женщину, которая будет на самом деле дома сидеть и слушать. Он надеется на вас, что вы такая. В принципе, да, человек видит, что вы приятная такая дама. Вы знаете, он думает, что такая приятная момент общения. У вас очень заводящие какие-то разговоры, да, которые... Вот он вас послушает, он втягивается в это. Как в трясину прям его засасывает. И... кажется, что вы можете быть интересная вы по разговору, по общению. И что вы даже с кем-то заговорите, вы также кого-то в своей сети заведете. Есть сомнение, опять-таки, что вы найдете лучшего его конкурента и подвинете его. А у него есть какие-то комплексы. И вот кажется, что в ком-то будет все в порядке, а в нем не все в порядке. Он понимает, что с ним что-то не так или не все в порядке. Но также человек может думать, что как-то невидимо кто-то влияет на него. Вы, может быть, ходите по гадалкам. Не знает, он не знает, и он боится. Вот все бы хорошо, все у вас так, да, но не совсем так, есть сомнения. Есть сомнения. Он сомнительный. Он считает вас даже вот такой какой-то... Не прочитать вас. Не знаешь, что вы натворите завтра. Или что вы выдумаете завтра. Или какую новость принесете. Как на вулкане. Нет, есть слова, он говорит, но нет определенности, стабильности. Но вы же не мужик, правильно? Он огорчен. Он считает, что вы ищете чувства в ресурсе, в деньгах, в заработках, в своей какой-то стабильности, в своем, как вам сказать, когда вы кем-то станете, да, вот в этом это больше вас подбадривает, это вы больше любите, туда все тянетесь к заработкам, к заколачиванию денег, к своей стабильности. Но любите также, да, наслаждаться чувствами, эмоциями, но вы считаете, он считает, что это все временно, что вечно так не будет, рано или поздно у нее пропадет ко мне интерес. У него какие-то догадки такие сомнительные о вас. В чем-то он сомневается. Он не видит какой-то в вас точности, четкости. Хотя вы точная и четкая. Вы не додаете какую-то информацию. И он в сомнениях. А зачем? Женщина не должна додавать. Женщина всегда должна быть загадкой, дабы быть всегда интересной мужчине, дабы поддерживать тот самый семейный огонь. Да? А он хочет все о вас знать. А знаете почему? А чтобы потом понимать, где ваши болевые точки.
А он не знает, где ваши болевые точки. Зато он знает, что вы знаете, где его болевые точки. И умеете манипулировать. Пользуетесь красивыми словами или определенным тембром голоса, да, когда вам что-то надо. Но это так мило и приятно, что хочется стараться. Включайте иногда мужика, иногда женщину. Только тогда включайте женщину, когда вам что-то нужно, он говорит. Он считает, что если вы что-то хотите, вы такая лиса лисой, пушистая-пушистая, приятная-приятная, сладкая-сладкая. Но если вам что-то не понравится, вы достаете кинжал или меч наточенный. Знаете, он может даже считать, что вы очень вот как компаньон, да, такая вот компанейская, веселая. С вами очень интересный человек, да, получает от вас энергию, энергетический ресурс. Но он не может говорить, что я не могу только держаться за, да, вот это вот веселое настроение, хорошее настроение. Мне должна быть какая-то польза. То есть от вас должна быть какая-то еще польза. Да, скорее всего, даже это касается материи. Человек жадный до денег. Вы даже можете понимать, что человек ничего не дарит или постоянно ноет о чем-то, или говорит, что то машина у него сломалась, то еще что-то, давая вам понять о том, что так намеками, например, да, что деньги я тебе не дам, да, так что не жди, не разевай рот на подарки, вот так вот. Но он прямо об этом не заявляет, а заявляет именно какими-то хитрожопостями своими. То у него там полетела крыша, то еще что-то, да, надо поменять. Это все требуется замены, это все деньги. Вот как-то так. Но по сути своей, были бы даже, если у человека деньги, он скупой. Скупой еще к тому же. А вот от женщины он не против получить. То есть, если бы вы что-то давали, приносили, он не хочет. Это еще такой, знаете, я вам скажу, человек продуман. Продуман. Он... Где? Ладно. Он должен быть уверен, что вы будете зарабатывать столько, что-то приносить домой, причем ощутимое. Только тогда он подумает, стоит ли ему строить отношения с вами. Потому что он не хочет за все платить сам, нести на себе какую-то ношу. Человек так не привык. Человек привык жить легко. Иногда ему кажется, что одному даже легче, но он понимает, что он один не хочет быть. Он не хочет, как сказать, он и хочет любви, но не хочет впрягаться. Не хочет впрягать мускулы или голову, да, у кого какая работа. Не хочет работать ради этого. И физически тоже. Но хочет наслаждаться любовью, постелью. Вот это прям его конек. Он любит, да, такие утехи. Это его оживляет, наполняет. Так, что у него к вам на самом деле? Здесь еще какая-то есть женщина-дама. Здесь разочарованная женщина. Здесь постель без обязательств. Сразу говорю. Здесь он еще с кем-то. Здесь есть постель и флирт. То есть переписки могут быть какие-то пошлые. Знаете, такой... Я бы сказала слово ублюдок. Вот других слов просто сюда не подходит. Это вот именно ублюдок, да, тварь. По-другому никак не назовешь. Человек, который склонный к изменам. И причем, знаете, разрушает и там, и там. И одну женщину, и вторую. Да, он привык около себя видеть, как говорится, служанок. Одна кушать дома варит, за детьми смотрит, вторая ублажает. Вот шейх такой, да, но за бесплатно, ничего никому не давая. Ни цветочков полевых, да никаких просто. То есть все должны ублажать его. В то же время, да, он хочет иметь какой-то статус и стабильность, чтобы на самом деле кто-то ухаживал за этим домом, который он где-то там построит, например, да, чтобы был уют в доме, чтобы было все, куда прийти, там стабильное гнездо. А вот где-то, чтобы было такое гнездо, где можно, да, воплощать все свои фантазии по дьяволу в жизнь. И здесь есть какая-то дама,
Причем Дамас понимает, что она или любовница, или использованное тело, так это назовем. Здесь потому что тройка мечей сразу выходит. Чувствует, что ее используют, как говорится, и, да, и куда там, и в гриву, и под гриву, вот так вот, или под хвост, как говорят. В общем, чувствует себя обманутой и очень плачет, переживает. Чувствует себя, что попалась на что-то. Человек может подкупать, человек может обещать, кормить обещаниями, свинья просто. Но других слов у меня нет. Я таких людей просто не уважаю. Вот так вот. Знаете, хорошо мужик присел. Дома домохозяйка, да, а там на стороне погуляйка. Отлично. Да, и все ему рады должны еще быть. И он будет чувствовать себя тогда в доспехах. Как, я и говорю, как шейх. Причем шейхи больше вкладываются. Причем и в одну, и во вторую, если уж так по сути. А это, смотрите, какой. Ни копеечки, ни цветочка, да. А еще и давайте, служите мне, служите. Отношения у него там на стороне закончатся скоро. Женщина не выдержит, пошлет его куда подальше. А потому что у этой женщины будет какой-то приход каких-то финансов, получение независимости здесь тоже может быть. Да, принцесса Пентаклей, дама Пентаклей. То есть получение какой-то независимости. Возможно, может быть так, что она с ним ради чего-то. Или, как говорится, подкидывает пайки, да, мужичок, подкармливает, может быть, еще что-то. Но она освободится скоро от этого. Насчет чувств есть у женщины, но, как сказать, были чувства, потому что уже вышло разбитое сердце, уже ненависть, да, уже ненависть по отношению к нему. А вы тоже долго, смотрю, не будете с этим человеком. Шайтан. Ни нашим, ни вашим. Стоит ли оно вообще того, даже вот смотреть, да, вот это вот. Ой, он к вам будет еще прискакивать. Вы что? Вы его развернете, но человек будет к вам приходить. Причем на регулярной основе. Или подсматривать за вами на регулярной основе. Но здесь я говорю треугольники, треугольники, треугольники. Здесь с этим человеком, если вы будете что-то продолжать дальше, вы потеряете себя, свою личность, уважение к себе. Время только зря потеряете на этого человека. Человек такой, я вам сразу говорю, если сейчас еще есть какие-то подарки, то знайте, что потом их не будет. Здесь есть подкуп и вас, да, именно. Чтобы держались. Я вам скажу еще, знаете, как с этим человеком нужно поступать? Именно зеркалить. Он пропал, и вы пропадаете. Он позвонил, но здесь не нужно сразу бежать к телефону. Можно и не отвечать вообще. Потом позвонит. Да, как говорится, через раз будете поднимать, если захотите его пошатать, нервную систему. А на смс-ки вообще не стоит отвечать. Вам не 15. Залипать. Да, что вы нон-стоп у телефона сидите? У вас семья идет. Деньги. Ваши деньги. Ваша стабильность. У вас дорога просыпана деньгами. У вас вообще другая тема. Ага. Знаете, эти отношения, кстати, покажут вам, кто вы есть на самом деле. А уважаете вы себя или нет, это вот только в ваших руках. Здесь не стоит на самом деле подстилываться, быть удобной. Вы женщина. Вы женщина, а не джентльмен. Да, ухаживать, бегать, цветы дарить и быть удобной. Вы женщина. Вы слабый пол, понимаете? Давайте не забывать об этом. А то многие уже и мужчины забыли, что женщина – это слабый пол. Какой бы перед женщиной мужчина ни стоял, хоть маленький ростом, да, он сильнее. Здесь показывают, все будет так, вот как ты
ты сама это построишь. Тем более в твоих, да, руках все инструменты. Сказать нет или да. Давать, вытирать об себя ноги или нет. Вот вы хозяйка положения на данный момент. Вы можете, да, развернуть, да идти дальше. А тем более у вас какие-то идут еще победы, заслуженности, успех в чем-то. Здесь финансовое благополучие у вас идет. Но здесь мужские энергии. Сразу говорю, после таких отношений вы вот превращаетесь в такого твердого мужика по характеристике. Вы и так, в принципе, 50 на 50. Где-то умеете женщиной быть, где-то мужчиной. Но здесь, я вам скажу, знаете, в какой-то степени здесь хорошо, что эти энергии есть, потому что у вас будут определенно какие-то четкие планы, да, без всяких «я устала», встала и пошла. Вот будете сами себя за волосы, как говорится, поднимать, да, без всяких оправданий. А здесь сразу говорю, человек будет предоставлять вам какие-то возможности, давай поедем. Тут будет, кстати, вас вводить, я бы сказала, во всякие иллюзии, чтобы вы о нем подумали еще. Также определенно, если это соцсети, да, человек будет, может быть, писать с других аккаунтов. Но опять-таки, или конкретно, если будет писать, то какие-то иллюзии, вранье навязывать вам, чтобы вы окунулись в какой-то другой мир, да, или подумали о нем иначе. Здесь высшие силы будут с вами. Здесь вас вот будут просто по всей вашей дороге охранять. Но я вам скажу, все же уроки здесь будут еще в вашей жизни. Уроки потерь каких-то, что-то вы потеряете в своей жизни, да, ценное, но вы приобретете, как вы пройдете урок, опять-таки, как вы на это посмотрите, будете ли вы, например, мстить, ходить еще или еще что-то, делать зло там вокруг, потому что у вас что-то не получилось, например, да, решите вы разозлиться, например, после того, что там что-то случилось, или что-то я потеряла, и все, теперь все вокруг иду и разбиваю, да, ото зла. Но этого не стоит делать. Тут момент вот как раз-таки выдержки вашей, например, терпения вашего, силы воли, как вы это пронесете. Если пронесете, вы получите и еще больше. Я говорю, когда такие ситуации в жизни происходят, всегда нужно отпустить и простить. Будь то это люди, в большинстве случаев это люди. Отпускать их и прощать. Какие бы сволочи прям проклятые не были, но просто простить. Вы за это получите больше. У вас, кстати, будет выбор путей, выбор дорог, выбор мужчин даже. Здесь уже такие вам позиции, знаете, здесь показывают женщину, которая имеет все. Все. Деньги – это вот в вашей власти деньги. А имея деньги, вы имеете эту власть. Имея власть, вы можете все по магу. Плюс еще с вами высшие силы. И здесь вы выбираете. Здесь кто-то выберет даже одиночество. Здесь большинство, скорее, женщин выберет одиночество. Но у меня все есть, и я спокойна. А есть женщины, которые именно встанут на выборе мужчин. И, вы знаете, вы выберете для себя скорее мужчину, который тоже... Вот будете судить так. Не зарабатываешь, не надо. Да, работящий. Чтобы он работал, а не сидел на вашей шее. Потому что у вас достаточно всего. Вам не нужен рядом прикормыш. Здесь показывают женщину, которая нужна сама себе. В первую очередь. Да? А прикормышей она уже повидала. Не надо. Здесь вы своей деятельностью какой-то, я бы сказала, утрете нос мужчине.
о котором вы сегодня загадывали, мужчина увидит ваши достижения. Причем, знаете, так хреново будет мужчине из-за этого. Но мужчина будет пытаться искать к вам ключики. Но вам ни в коем случае нельзя подпускать данного человека. Человек у вас заберет все. Все до последней капли. Ваше заработанное. Это тварюга, которая носит маску, знаете, интеллигентного человека. Да, или человек носит пиджак, да, которому можно доверять, как вам кажется, например. Или вы увидите, я изменился, а внутри дьявол. Дьявол умеет очень красиво одевать маски. Очень сложно разглядеть дьявола на самом деле. И часто, да, в глазах появляются сердечки или какие-то надежды, что человек изменился к лучшему, но нет. Если в человеке сидит дьявол, поверьте, это определенно какая-то очередная маска, но уже другая, видоизмененная или мутированная, да, чтобы вы могли на это повестись. Человек хочет ваш ресурс. Сразу говорю, вот после ваших достижений объявится еще эта подлюка на вашем пороге с обманом. Здесь, кстати, еще будет женщина одна. Он или он, да, в отношениях с женщиной. Здесь чувство. Чувство и постель. Да, горячая постель. Но здесь еще притянется к вам за вашим ресурсом. С обманом. Обмануть вас. Будьте предельно осторожны. Хитрец. Умеет строить глазки. Мне показывает, что это женщина, об которой он вытирал ноги. Он еще и к ней будет возвращаться. Да, или пытаться ее вернуть. Та другая женщина, с которой он еще. Но тут, знаете, чувства, скорее всего, у него такие к той женщине. Та, которая была, та, которая ушла. В итоге он будет ее пытаться притянуть. Вас тоже, когда поймет, что у вас что-то есть. Я смотрю на такие расклады, и иногда у меня просто, знаете, ну, уже удивления нету, но просто неприятно вот так вот таких мужчин видеть. Но наказание здесь светит. Смерть. Кстати, может случиться что такое, что человек будет на грани смерти. Та женщина, вы знаете, вот я говорю, не одевайте розовые очки, когда появится. Да, я думаю, вы и не оденете. Здесь момент правосудия выходит. У женщины, да, что-то вот промелькнет, что вернулся к ней, да, да, она такая прекрасная, она почувствует себя звездой парада и так далее. Но при том понимать нужно, что человек, если сволочь, и с одной женщиной по-сволочному, так он и с другой по-сволочному. Он не уважает вообще женский пол. Он уважает себя. Какие-то есть, на самом деле, вот, да, хочется сказать, это избалованное дитё. Жопу целовали ему в самом детстве, с рождения, наверное, этому ребенку и угождали ему во всем. И здесь вот, да, вот так вот идет, что никто ему не важен из женщин. Главное доставать то, что хочет он, будь то постель, будь то финансы, будь то еще что-то. Да, и вот так вот выживаем, а работать не хотим. Он забоится, он взглянет в глаза смерти. Вот хочется сюда так сказать, потому что здесь выходит рядом Луна. Здесь может момент тоже быть кома. Кома – это когда все работает в теле, но человек бездействует, да, спит. Здесь справедливость идет, справедливое отношение. И колесо крутится. Время тикает. Кстати, вот тут хочется сказать, как будто бы срок уже отсчитан.
чьи-то. Вам главное его развернуть, когда он объявится. Когда будут такие моменты, как я говорю, что вы чего-то получаете, и он объявляется, сразу момент разворачивать в другую сторону. Человек даже еще будет конфликтовать, материться, обзываться на вас, какая вы такая сякая. Давай. Жадина. Все себе, все в свой карман. Жадный даже до любви. Закрывает сочувствие, ему нужны только какие-то, на самом деле, вот, знаете, вот то, что блестит, вот то, что, как говорится, разжевано, вот это ему надо. А то, чем нужно потеть и заколачивать, нет, это не его. Да, все должны все сделать за него, проживать и в рот положить. Вот такой вот тип. Так, дальше смотрим. Давайте конкретно вас возьмем сейчас. Конкретно вас. Вы переедете. Идет информация «счастливое место». Вы займете счастливое место при переезде. Вы займете счастливое место, уйдете. Знаете, то место, где вы сейчас, оно оставит, вот как с собой заберет всю вашу боль, все какие-то негативные моменты и какого-то обижалочку. Вот я уже понимаю, о чем идет речь. Но также и обиды. Все останется в том месте, откуда вы уйдете. Даже это может быть квартира. В том месте останутся все ваши какие-то вот боли, тяжести, сложности. Также здесь момент счастливых новостей в вашу жизнь. В вашу жизнь идут счастливые новости. Или в целом счастье. Возможно, здесь, да, мужчина может быть. Это деньги еще. Мужчина и деньги. Победа ваша, заслуженная победа. Это касается, опять-таки говорю, финансов, получения какой-то прибыльной работы, большой суммы, стабильности. Здесь укрепление даже финансовых позиций идет. И в целом, да, укрепление позиций в чем-то, на работе, например, постоянная работа на долгое время. Причем работа вам нравится, любите вы эту работу, ходите сюда с радостью. Здесь, кстати, что-то читаете, изучаете, в чем-то разбираетесь и делитесь этой информацией еще с кем-то. То есть, в принципе, какое-то время у вас не будет отдыха, или, знаете, для чего не будет отдыха? Чтобы вы не думали о каком-то мужчине. Пока не надо о нем думать, думайте вот лучше о делах, о работах, о каких-то таких, причем делах, которые вам нравятся, да. Не думайте о мужчине, вычистите эту голову, да. Могут переживания отвлекать вас от того, что тянется к вам. Возможность, возможно, да, счастье или полезная, нужная информация, или счастливые новости. Вот от этого не отрекайтесь, а мужчину выкинете из головы. В целом у вас идут большие перемены, связанные с вашим карьерным ростом. Карьерный рост. А ваша карьера, опять говорю, может быть связана с чем-то таким, что называется эзотерика, нумерология, астрология, да, вы понимаете, о чем. С эзотерикой будет связано. Или же с чем-то таким, чего вы еще на самом деле пока не знаете. Также может быть освоение вообще в целом новой работы, профессии, хобби. Может быть, вы начнете разрисовывать футболочки, да, как сейчас разрисовывают, белизной, красками и так далее. Да кто знает. У каждого оно по-своему. Но в большей степени эзотерика идет. Мужчина придет в вашу жизнь. Стабильный мужчина, уравновешенный, в голове порядок. Уютный мужчина для вас, романтичный. Романтичный. Здесь может быть застолье, или вот мы справим что-то вместе, да, то есть будете что-то справлять. Даже здесь не идет место
о какой-то свадьбе, да, по закону. Здесь может быть даже вам захочется гражданский брак, но вот посидеть как-то в кругу, отметить. В то же время здесь вы будете еще отмечать, например, новую работу. Здесь идет какой-то коллектив. Здесь идет сохранение своих финансов. И, знаете, я вам скажу, даже от нового мужчины вы будете и правильно. Да, вот как держать свои финансы раздельно. Пусть вас считают жадиной, пусть вас считают вы женщина в первую очередь. Во-вторых, мои деньги – это мои деньги, чисто по-женски, да, а твои деньги – это наши совместные деньги. Вот женщина, оставшись с детьми, да, ничего страшного, хотите сказать, это сложно. А мужчина что он? Ну, пойдет себе, да, найдет работу. А женщина с детьми уже нет. Или сложно, или это, ну, просто адски не вытащишься из этого. Понимаете? В любом случае, вам своя подушка безопасности нужна всегда. Даже при том, что если вам, ну, очень хорошо, аж да не могу живется. Все равно имейте, откладывайте, имейте отдельно что-то свое. На самом деле, то, что вас уживит, это и квартира может быть, и еще дополнительные какие-то деньги на счету. На всякий случай. Вы остаетесь, например, с детьми. В любом случае, каждая, почти вторая девушка, она хочет, да, семью, детей и так далее. Вам же потом обеспечивать. А мужчина что, пошел себе, да, как говорится, другую метелку нашел или и так далее. И у него руки свободные. А вот на вас это все валится. Здесь, кстати, может быть рождение детей. Это именно касается тех женщин, кто в детородном возрасте. Это ради безопасности ваших детей, а не ради того, что вы это все в могилу с собой заберете. Ясное дело, что нет. Да и мужчина, если мужчина все-таки имеет голову, совесть и честь, как мужчина, он должен это понимать. Но с другой стороны, меньше говорите, крепче спите. Вы здесь отмутузите, не отмутузите, именно пошлете куда-то какого-то мужичка, к вам будет, ну, другой мужчина, он такой агрессивный или такой, знаете, немножко психованный человек, настойчивый, может быть, но неприятный по энергиям. В чем-то он похож, да, иногда будет какими-то чертами на вас, но вам будет неприятен он. Здесь есть момент того, что-то есть такое между вами общее, да, все же что-то будет тянуть к этому человеку, но с другой стороны вы понимаете, что вам это не надо. Вы разобьете этому человеку сердце. Но вы понимаете, куда вам, с двумя что ли жить? У вас уже будет какой-то мужчина другой. Здесь момент, я говорю, 100% рождения детей, это кто в детородном возрасте. У вас будет скрепление союза тоже с детьми. У кого-то здесь идет информация, что уже у кого-то есть дети, но все равно здесь может быть даже кто в детородном возрасте рождение от другого мужчины ребенка. А еще кто-то вот в вас влюбится, вы сердечко-то ему разобьете, влюбится очень сильно. Но здесь такая, я бы сказала, момент, знаете, того, что вы почувствуете вкус к жизни из-за этого мужчины. Это будет временный вариант, да, или вывод, как миг какой-то, но вам будет очень приятно. У вас, кстати, новое начало в жизни идет. Вы сейчас уже можете, о чем-то не подозревать, и даже вы не подозреваете сейчас о том, что будет дальше. А дальше вы скорее даже будете, знаете, когда в будущем на себя смотреть, вы удивитесь, что вот такое свершилось за вашу жизнь, да. Причем здесь много чего идет. Здесь могут быть и переживания какие-то о переезде или дорогах. Но здесь переживать не о чем. Здесь, кстати, кто-то разругается с вами. Причем здесь женщина. Женщина. Когти дерет она. Женщина, с которой вы не в очень хороших отношениях. Поссоритесь, да, или выплеснет что-то на вас. В плане скандала, конфликта, какой-то ситуации. Вот именно
выскажет что-то, да, а может быть просто вот момент такой зависти, будет сильная зависть, завидовать. Это вы будете поддерживать определенно какую-то уже одну позицию здесь. Здесь везде вы выходите в мечевых энергиях. Холод и недоверие. Это первое. А второе, у вас очень такая сильная закалка из прошлого. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.